Наш эфир продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши Кушара, в студии Фатима Джопуа. Здравствуйте. – 23 июля Абхазия отметила День утверждения государственной символики, государственного флага и государственного герба. По всей республике прошли праздничные мероприятия. В Сухуми на площади перед Абхазским драмтеатром праздничный концерт. Здесь собрались граждане республики и многочисленные гости. Среди своего народа и глава государства Бадра Гунба. Для народа Абхазии государственный флаг имеет особое значение, высокую ценность. Он олицетворяет нашу многовековую историю, национальную идентичность и единство народа, отметил президент в поздравительной речи. Ирихадзо совет еще кнаргой, хенткара, айта шакургулара, ядырго хбирал. Абснырдлар рза хбирал кайчеду ацакду аму. Янапшой зкешапсыз хоцо хторы хажлар. Хмелат ходжра, хажлар ракзара. Абснатцейцо ршалы бабо хбирал, а я и раду е символу. Ирхоргулана, а жуларайцон абсадгел ахчица. Еха хбира, а хашерует, ехепшиму ханткара. А бирак амшанызгах точда, да чездыги дахгала харшует, ханткара символика рафтар. Жларцейлаша. Асахатыхы Валерий Гамгия. Уихет знаудагдza хапсадгела турыхача язанхой. Ажлар шхоцка. Гок псыкала и шитыстахалой техапи аныха. Ишзейхещойт агвабзера, агвамч, атынчра, айхдзера духа. Нагдзарак зайд хбираб, нагдзарак зайд Решение о принятии государственной символики было принято в тяжелых условиях политической конфронтации с Грузией 23 июля 1992 года, фактически перед самой войной. Нашему народу пришлось отстаивать право иметь государственную атрибутику. С днем флага народа Абхазии поздравил спикер парламента Лаша Ашуба. В истории каждой страны флаг – это особенный символ, и каждый цвет на флаге, каждый символ, он имеет особенное значение и обладает уникальной идентичностью. Не исключением стал и наш абхазский флаг. Это символ нашей государственности. Он является одним из главных атрибутов суверенного абхазского государства, отражает историю государства нашего и обладает особой силой для наших граждан. Наверное, необходимо сказать пару слов и об истории создания абхазского флага. Вы знаете, что флаг создавался в наиболее сложный для абхазского народа период времени. Это был июль 1992 года. Автор флага Валерий Гамгия, он всю душу вложил в наш флаг. Фактически, помимо художественного содержания нашего флага, он отразил и исторические моменты нашей истории. Впоследствии государственный флаг Республики Абхазия был утвержден соответствующей парламентской комиссией. И в конечном итоге с согласия Владислава Григорьевича Ардзенба на сессии 23 июля 1992 года Верховным Советом был утвержден государственный флаг Республики Абхазия. Эта дата стала также особенной вехой в истории современного абхазского государства. Вы знаете, что буквально через 3 недели после утверждения государственного флага Республики Абхазия началась Отечественная война народа Абхазии, и фактически наши воины шли в бой уже с собственным флагом. Это особенное значение имело для духа абхазской армии, для духа абхазских бойцов. Фактически наш флаг стал знаменем победы.
создание флага, его разработка эскиза, его утверждение фактически уже было подвигом. Поэтому мы должны все это передавать молодому поколению. Флаг должен быть представлен везде. Вот мне нравится инициатива частных компаний, администраций, где размещают флаги на возвышенностях, холмах, на больших мачтах. Вы знаете, там один из сотовых операторов занимается этой инициативой. Более того, государственные структуры присоединились к этой инициативе. Поэтому это правильно. Все события, связанные с утверждением флага, так или иначе имеют отношение к современному абхазскому парламентаризму. Вы знаете, что в 2005 году парламент Республики Абхазия принял соответствующий закон, подписал его президент Сергей Васильевич Багапш. И сегодня мы отмечаем государственный праздник, День государственного флага Республики Абхазия. От имени Народного собрания парламента Республики Абхазия я поздравляю народ Абхазии с этим знаменательным для всех нас праздником. Желаю процветания нашей республики и укрепления государственности. Пусть государственный флаг Республики Абхазия всегда гордо реет над нашей республикой. Поздравляю. В селе Ктол почтили память Валерия Гамги, автора государственной символики Абхазии. Известный абхазский художник и график вложил в создание символа нашей государственности все свои знания, опыт и душу. Раскрытая белая ладонь несет в мир открытость и доброжелательность. И сегодня абхазский флаг занимает достойное место среди великих держав. Поклониться памяти Валерия Гамги пришли вице-президент Беслан Бегвава, представители районной администрации, общественность. Масштабные мероприятия ко Дню государственного флага прошли в Гагарском районе. В них принял участие премьер-министр Владимир Дылба. В Цандрипше состоялось возложение цветов к мемориалу героев Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. На площади поселка была развернута выставка картин, посвященная истории Абхазии. И на флагштоках установлены исторические знамена. Здесь же состоялось торжественное шествие с развернутым флагом. Сегодня для нашего многонационального народа действительно великий праздник – День абхазского государственного флага. Мы все прекрасно знаем, что наш великий народ прошел долгий тернистый путь к свободе и независимости нашей страны. И именно государственный флаг, гимн и герб Республики Абхазия символизируют свободу и независимость. От лица Государственного комитета по делам молодежи и спорту я хочу поблагодарить администрацию поселка Цандрипш, общественную организацию АТНХ и всех тех людей, которые внесли свой вклад в реализацию данного праздника здесь. Огромное искреннее спасибо. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу поздравить весь наш многонациональный народ Республики Абхазия с этим великим праздником. День государственного флага торжественно отметили в Гульрыбском районе. В Доме культуры состоялся праздничный концерт. Здесь также была развернута выставка, где зрители могли ознакомиться с историей абхазского флага. Как все прошло, расскажет Аэлита Арутюнян. День флага – значимый праздник, который вся республика отмечает с трепетом. И, конечно же, Гульрыбский район не стал исключением. Зрителей ждала насыщенная концертная программа. Танцы, песни, красивая музыка – все говорит о большой подготовке к празднику. В концерте приняли участие хореографические ансамбли «Мару», «Хахтамар», «Кудры». Дети разных возрастов порадовали своим мастерством и искренними номерами.
Каждый номер зрители принимали овациями. Примечательно, что в зале много молодежи. В такой день особенно чувствуется важность празднования и сохранения государственного флага. Это очень важно. Даже желаю, чтобы это все в лучшую сторону переходило, не знаю, чтобы процветала наша страна. И чтобы передавалось это все с поколения в поколение, как говорится. Праздник Абхазия, государство, флаг – это вообще уже праздник само по себе. Очень хорошо, что этот праздник отмечается именно в Доме культуры. Все собираются, все радуются. Такая атмосфера теплая. Наши дети празднуют, наши дети участвуют в этом празднике. В фойе Дома культуры была развернута выставка, где зрители могли ознакомиться с историей абхазского флага. В экспозиции было представлено около 20 полотен разных времен. Сегодня у нас День флага, мы его празднуем. Это для нас один из любимых праздников. Мы наш флаг любим. Постоянно стараемся какие-то выставки проводить и приносить сюда, в Дом культуры, чтобы как-то перед концертом народу было что посмотреть, и на что отвлечься, и на что обратить конкретное внимание. Идея пришла приурочить эту выставку к Дню нашего национального флага, показать исторические кадры, которые вы сейчас можете увидеть. Года истории здесь расписаны порядка 1000 лет. Наши флаги менялись, и вот они сегодня у нас здесь представлены. Все, что нам удалось найти, мы здесь вот вам сегодня и представляем. Народ Абхазии помнит и чтит свою историю, передавая любовь и уважение к своим традициям, ценностям, стараясь сохранить наследие прошлых поколений. Празднование Дня флага – одно из доказательств, что молодое и все последующие поколения будут всегда бережно хранить историю своей страны. Аэлита Арутюнян, Ахрам Мичба, Абхазское телевидение. Интерактивная викторина, приуроченная ко Дню государственного флага Абхазии, прошла в Москве. Мероприятие организовали активисты волонтерской роты. Участники имели возможность проверить свои знания и узнать больше о значении национальных символов. В конце викторины самые активные участники были награждены памятными призами. А в Сухуми на площади Сергея Багапша активисты абхазского отделения волонтерской роты торжественно развернули абхазский флаг в честь Дня национальной символики Абхазии. Активисты абхазского отделения волонтерской роты собрались на площади имени Сергея Багапша, чтобы торжественно развернуть абхазский флаг в честь Дня национальной символики Республики Абхазия. Этот день имеет особое значение для нашего народа. Он символизирует единство, гордость и историческое наследие. День символики – это не просто праздник, это напоминание о нашем культурном наследии, о тех ценностях, которые объединяют нас в единое целое, как нацию. Флаг, который мы подняли сегодня, является символом нашей независимости и стремления к свободе. Он олицетворяет все те усилия и жертвы, которые были принесены ради защиты нашей земли и нашей Родины. Праздником, Днем государственной символики Республики Абхазия. Желаем вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах будет только мир и покой. И пусть в ваших сердцах будет гордость за свою родину, отечество, культуру и традиции. К другим темам. Повестка межгосударственного общения расширяется и насыщается новыми проектами и направлениями деятельности. Так оценил текущее состояние абхазо-никарагуанского сотрудничества глава МИД Абхазии Олег Барциц, подводя итоги визита в Республику Никарагуа. Министр иностранных дел Абхазии провел пресс-конференцию для СМИ Никарагуа. Он поблагодарил руководство страны в лице президента Даниэля Ортеги за теплый прием и оказанное
пристальное внимание. Министр позитивно оценил итоги прошедших переговоров с советником президента по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества и министром иностранных дел Никарагуа. Убежден, что нынешний наш визит придаст новый дополнительный импульс дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, отметил Олег Барцец. Возрождение галереи. Первая выставка под говорящим названием открылась в Национальной картинной галерее. Это событие можно назвать историческим, ведь его ждали почти 30 лет. В экспозиции 19 картин, которые чудом уцелели после пожара 21 июня прошлого года. Это работы, охватывающие период с середины 60-х до середины 80-х годов, включая произведения абхазских, армянских и русских художников. В день открытия галереи стартовала акция «Одна картина, одна история». Гунда Шоуа расскажет детали. Возрождение галереи стало важным событием в культурной жизни страны. Посетители смогут увидеть произведения искусства, чудом сохранившиеся после трагического пожара, произошедшего в январе 2024 года. Экспозиция демонстрирует не только физическое возрождение галереи, но и символизирует надежду на восстановление утраченного художественного наследия. Здесь представлены 19 работ разного времени, начиная с 60-х годов и завершая где-то середины 80-х годов. Художники, жители Абхазии. Конечно, все наши работы мы еще не перенесли сюда. Скульптуры там где-то хранятся, керамика, в другом месте хранятся другие работы, которые нуждаются в реставрации. Они находятся в Республиканской библиотеке. Картины прошли консервацию, но на многих сохранились следы огня и копоти. Пожар, нанесший колоссальный ущерб зданию и экспонатам, стал настоящим ударом для культурного наследия страны. Благодаря героическим усилиям пожарных и сотрудников галереи небольшую часть коллекции удалось спасти. Реставраторы проделали титаническую работу по восстановлению поврежденных полотен, вернув им первозданный вид. Знаменательный день, он, конечно же, обусловлен и праздником государственным, Днем флага Абхазии. И в этот день еще совпало долгожданное открытие галереи. Допустим, я сейчас стою напротив полотна, которое подверглось пожару около года назад. И вот оно, наконец, восстановлено. Очень такие трепетные чувства. Большой праздник, конечно, сегодня для всех нас. Автор полотна Виссарион Цвижба. Это родной брат моего деда, Родиона Цвижба. Я горжусь, конечно, тем, что я являюсь его племянницей, внучатой. И полотно, я знаю о том, что оно отреставрировано, и над ним трудились российские реставраторы, и что возможность появилась такая его лицезреть и для всех нас. Это очень трепетно сегодня для меня и я думаю, для других граждан. В день открытия был дан старт акции «Одна картина, одна история», призванной пополнить художественный фонд галереи. Художники и коллекционеры приглашаются передать в дар галереи произведения искусства, дополнив их личными историями, связанными с этими работами. Эти произведения станут частью фонда галереи и войдут в специальную осеннюю выставку. Передать картины можно как в день открытия выставки, так и в любой другой день, обратившись к сотрудникам галереи. Каждая переданная работа станет свидетельством неравнодушия к искусству и вкладом в сохранение культурного наследия для будущих поколений. Председатель партии «Единая Абхазия» Алхаз Парзания преподнес в дар картину «Атгура Ампар». От лица политической партии «Единая Абхазия» мы сегодня подарили картину художника Атгура Ампар. Картина, на мой взгляд, чудесная. Она передает энергетику наших соотечественников. Мы все с вами помним, как сгорела наша национальная картинная галерея, какая это была для нас с вами всех утрата, как мы все переживали, как мы все объединились вокруг этой трагедии. И сегодня мы имеем такую прекрасную возможность, благодаря финансовой помощи Российской Федерации, прийти в новую национальную картинную галерею и увидеть выставку «Возрождение галереи».
Выставка продлится до конца текущего месяца, предоставляя возможность всем желающим внести свой вклад в возрождение галереи. В рамках акции юго-осетинский режиссер-постановщик Тамерлан Зуцев подарил галерее картины абхазских художников Лугуа и Арутюняна из своего личного архива. Южная Осетия услышала, что сгорела картина-галерея, национальная картина-галерея в Абхазии, то мы откликнулись на это горе и даже собрали денежные средства, которые перечислили сюда. И в то же время мы подумали так, что если у кого-то в Южной Осетии есть картины абхазских художников, то мы их возвращаем просто в картинную галерею для того, чтобы они были там. Потому что национальная картина-галерея должна иметь картины абхазских художников. Выставка «Возрождение галереи» и акция «Одна картина, одна история» призваны объединить художников, коллекционеров и любителей искусства в стремлении восстановить утраченное и создать новые возможности для развития культуры страны. Кунда Шоуа, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Назначенные прокуроры Чемчирского и Гулрыбского районов. Генпрокурор Абхазии Эдгур Агырба представил коллективу Инара Таркил, назначенного на должность прокурора Чемчирского района. Также приказом генпрокурора на должность прокурора Гулрыбского района назначен Гия Адлиба. Министр просвещения Хана Гунба представила нового первого заместителя Хиблу Шамба сотрудникам ведомства. Гунба отметила высокий профессионализм и богатый опыт Хиблы Шамба, выразив уверенность в ее способности эффективно решать задачи, стоящие перед министерством. Яркие интересные события ждут жителей и гостей Пицунды в ближайшие 2 дня. Ко дню города, который в Пицунде отметят 25 июля, стартовал гастрономический фестиваль. В нем принимают участие абхазские и российские производители, рестораторы, кулинары, фермеры. Праздник приурочен ко дню города Пицунды, который в этом году отметят 25 июля. В завершающий день состоится концерт с участием вокальных и хореографических коллективов из Абхазии и России. Праздничный салют. Организаторы фестиваля – администрация Гагарского района совместно с пицунской молодежью. Сегодня на нашем фестивале, на нашей ярмарке представлены крупные производители огромных агрохолдингов Краснодарского края. Это сыроварни, это молочные комбинаты, это мясная продукция, хлебобулочная продукция и так далее. Изначально мы рассматривали этот фестиваль как площадку для обмена опытом предпринимателей, фермеров, производителей, для того, чтобы заключались какие-то новые связи у людей между собой, создавались какие-то контракты, договоры, то есть реализация продукта как на нашем рынке, так же реализация нашего продукта на российском рынке. Завтра у нас будет развлекательная программа для детей, для взрослых. Да, послезавтра уже будет завершающий большой концерт, будут аниматоры детские, будет шоу, программа с нашими танцорами, с нашими артистами, будет большой фейерверк, салют грандиозный. Также на протяжении всех 3 дней у нас вот воздушный шар будет здесь летать. Так что ждем всех в гости. Кто сегодня не посетил, обязательно приходите еще 2 дня. «Я пришел». Музыкальное шоу под таким названием прошло в Абхазской госфилармонии. На сцене шоумен, телеведущий, исполнитель песен Леван Тодуа. В программе был задействован шоу-балет и артисты абхазской эстрады. Полученные от продажи билетов средства Леван Тодуа направил на благотворительность. Главный организатор Мзия Бирзения и продюсерский центр Нур Амир. На ярком и фееричном шоу побывала Шезина Ханагуа. На часах остаются считанные минуты. Абхазская государственная филармония встречает своих гостей сияющей оживленностью и предвкушением чего-то интересного. Зал постепенно наполняется зрителями. В воздухе витает неповторимая атмосфера ожидания, словно сама музыка уже растворяется между рядами кресел. С первых мгновений концерта сердца слушателей затрепетали в унисон с нежными звуками композиции «Две планеты».
Ливан Тодуа выходит на сцену с обожанием и уважением к родной земле. Он провожает зрителей через музыкальные истории, наполняя каждую ноту искренними эмоциями. Взоры слушателей прикованы к сцене, а аплодисменты раздаются с завидной частотой, словно поддерживая каждое движение артиста. Несмотря на многочисленные выступления по всему миру, именно здесь, в филармонии, он ощущает особенную глубокую силу и вдохновение. Каждая песня звучит с душой, а публика отвечает с живым откликом, создавая неповторимый мост между исполнителем и слушателями. Я знаю все его песни, пою все его песни. Мне очень нравится «Абхазия моя», «Белая, черная», «Что хранят ночи», «Вспомни». Сейчас новая у него песня вышла «Плен». Знаю, что сегодня у него юбилей и хочу поздравить. Поздравляю его от души, желаю всех благ. Пели, танцевали, заряжались теплыми эмоциями жаркого летнего вечера. Для зрителей прозвучали песни не только на русском, но и на родном абхазском языке Ливана, что сделало концерт особенно трогательным и душевным. Песня «Абхазия моя» была исполнена в честь юбилея первого президента Абхазии Владислава Арцинба, что добавило концерту особую торжественность. А в моей душе звезды и луна, дай небес рукой подать, Абхазия моя. Хочу тебя обнять, всю твою красоту, Абхазия моя, я тебя люблю. Сегодня Ливан Тодуа – самый востребованный светский журналист и эксперт на различных ток-шоу, частый гость на красных дорожках самых престижных премий, модных показов, светских мероприятий. Делясь впечатлениями о творчестве Ливана, зрители отмечают, что рады возможности попасть на его концерт, так как многие помнят его талантливым медработником. Хочу поздравить нашего Ливана с днем рождения, пожелать ему всего самого-самого хорошего, здоровья, всех земных благ и успехов творческих в дальнейшем. Очень красочный концерт, выложился на 100%, у него потрясающая подтанцовка, хорошие друзья, с которыми он приехал. И очень отрадно лично для меня, я сама врач, что человек, который когда-то имел отношение к медицине, вдруг в одночасье все бросил и понял, что сцена – это мое. В день проведения музыкального шоу у Ливана Тодуа был день рождения. Этот день он решил посвятить не празднованию, а благотворительности. Все полученные средства от продажи билетов были направлены на приобретение медицинского оборудования для Ачимчирской районной больницы. Ровно год назад в этот день со сцены Госфилармонии Ливан Тодуа пообещал зрителям ежегодно 22 июля проводить здесь благотворительный концерт. В этом огромную поддержку оказывает генеральный директор продюсерского центра Нурамир Мзиаберзыня. Данный проект уже второй год происходит в Абхазии, именно в Абхазии. Этот же проект проводил в Санкт-Петербурге, без моего участия. В прошлом году, поскольку это впервые происходило, мы все очень волновались, возможно, были какие-то ошибки, но в основном после завершения проекта были много хороших, теплых отзывов. Мотивацией для Ливана Тодуа служит зрительская любовь и искреннее желание дарить свое творчество. В планах на следующий год продолжение концертной деятельности, возможно, в других городах Абхазии. Однако, как отметил артист, концерт не будет благотворительным из-за отсутствия поддержки и значительных затрат на организацию. В прошлом году был благотворительный, и в этом году после всех трат я маленький скромный подарок передал Ачимчирской районной больнице. Да, абсолютно. И в этом году был благотворительным. Я считаю, что если я могу какую-то маленькую лепту, пусть это не миллионные какие-то вложения, но если я могу что-то сделать для родного города, для меня это очень важно. Для меня не суть в Абхазию приезжать, заработать денег на своем народе. Нет, это не так. Я хочу подарить свое творчество, чтобы люди поняли, о чем я, что я рассказываю и для чего. И через меня тоже, наверное, какое-то количество людей узнают новых об Абхазии. Зрители не спешили расходиться после основного выступления и горячо просили артиста исполнить на бис песню «Что хранят ночи». Ну что хотят ночи, какие ответы, так много вопросов, но нас больше нету.
всей души. Очень нам понравилось. Умакала ты все похоже, да, зоб дыхчоп. Очень понравилась энергетика исполнителя, очень милый, добрый. Видно, что он такой человек, наполненный позитивной эмоцией. Очень понравился балет. После концерта у всех желающих была возможность сфотографироваться с артистом и получить его автограф. Очередь не иссякала, ведь каждый хотел сохранить память о встрече с интересным исполнителем. Эти теплые моменты стали достойным завершением вечера, наполненного искренними эмоциями и светом творчества. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Подземный переход в районе улицы Кабардинская расчищен. Все подробности в материале пресс-службы администрации города Сухум. Коммунальные службы столицы расчистили подземный переход в районе улицы Кабардинская. Следует отметить, что ни один из подземных пешеходных переходов в столице юридически не принадлежит администрации города. Однако, учитывая месторасположение и зачастую состояние, мэрия по просьбе жителей периодически приводит их в порядок. По поручению главы администрации Тимура Агарба прорабатываются правовые механизмы передачи подземных переходов в ведение столичной мэрии. Данным подземным пешеходом пользуется большое количество людей, школьников, студентов, так как на пересте находится Сухумская 11, неподалеку расположен Сухумский медицинский колледж. На подземном переходе имеется проблема с ливневым отводом. На расстоянии 130 метров после обследования выяснилось, что есть смещение трубы. Постоянно при обильных ливнях и дождях есть проблема с засорением данного участка. Администрация города рассматривает вариант замены данного участка на трубу с увеличением диаметра. На данном этапе коммунальные службы города в стабильном и постоянном порядке аппаратом высокого давления занимаются прочисткой данного участка, чтобы облегчить населению, студентам, школьникам. Работы в переходе начались с откачивания воды. Из-за мусора забились ливневки, что препятствовало стоку дождевых потоков. Стоячая вода не позволяла жителям полноценно пользоваться переходом, а также стала благоприятной средой для змей. Жители обратились в администрацию города с просьбой о помощи. Проблема ужасная была. Вода полностью была, чуть змеи не выходили, мусор очень полно было, никто внимания не обращал. По нашему усилию 1-2 раза почистили, но каждый раз мы не можем чистить его, честно говоря. В школу надо, в садик надо ходить, в магазин надо. Что сейчас очень прекрасно. И спасибо всем, кто это организовал, кто это нам помог, кто внимание нам сделал. Большое-большое спасибо от всех нас. Не то, что я лично, от всех соседей, в которые мы ходим. Администрация города Сухум в очередной раз призывает граждан соблюдать санитарные нормы, не использовать пешеходные переходы в качестве мусорной свалки. Мусорные контейнеры расположены в шаговой доступности. Участок центральной трассы в данном районе всегда перегружен потоком автомобилей, особенно в летний период. Подземный переход – это единственный шанс на безопасное пересечение трассы, однако эксплуатировать его возможно только в случае надлежащего состояния. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 24 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 26 градусов. Абряла ухапех директора программа Хорб Шоу, Пацхалб Хашевайт, Абзерас.